Фейк-ньюс как оружие информационной войны, для чего их используют и как им противостоять. На этот актуальный вопрос абхазским журналистам ответил секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Его приезд в Абхазию состоялся в рамках совместного проекта Союза журналистов Абхазии и Международного медиаклуба «Формат А3». Что бы ни происходило в мире, Союз журналистов Абхазии и наши коллеги в Москве, формата А3, держимся и пытаемся выполнить свои обязательства или обещания перед журналистским сообществом Абхазии, что мы ежемесячно будем проводить наши встречи. Я от вашего имени приветствую нашего друга, коллегу, секретаря Союза журналистов Российской Федерации, вице-президента Международной федерации журналистов Тимура Шафир. Если вы помните, мы на первой пресс-конференции по случаю принятия Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию, мы тогда вам говорили, Тимур является одним из тех, кто активно помогал, содействовал вступлению Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир отметил, что дезинформация в СМИ явление не новое. И чем страшнее ложь, тем сильнее в нее верят, отметил журналист. Пандемия была объявлена впервые официально на уровне Всемирной организации здравоохранения, всего прочего, всего прочего. И вот здесь, я думаю, все в той или иной степени сталкивались, видели огромное количество информации, которая посыпалась на всех нас, буквально на каждого. Вот можем сопоставить, было ли подобное в Абхазии. В России вот примеров просто огромное количество. Приходит рассылка, сообщение в WhatsApp. Над Москвой сегодня в 23 часа будут летать вертолеты, будут рассыпать реагенты на головы гражданам. Но вертолеты, они новейшей системы, вы их, скорее всего, не услышите. А реагенты, они прозрачные, вы их, скорее всего, не увидите. Но будьте готовы, это очень смертельные реагенты, которые неизвестно науке как повлияют на ваше здоровье и, самое главное, здоровье ваших детей. Да. Примите все необходимые меры. Какие необходимые меры? Ну хорошо, вертолет невидимый, порошок неслышимый. Казалось бы, шутка. Казалось бы, кто-то решил пошутить. Нет, это не шутка. Рассылка массовая в WhatsApp, она имеет свою стоимость. Это дорогостоящее удовольствие, это непростое удовольствие. Какую оно цель под собой имела? Что в первую очередь могла вызвать такая информация? Ну, конечно, панику. Конечно, панику, конечно, напряженность социальную, конечно, возможный социальный взрыв, потому что люди сидят по полгода взаперти, у людей нет понимания того, что будет с их работой, с их жизнью, с их здоровьем. Телеграм-каналы, которые создавались в период пандемии и распространяли фейковые новости о статистике заболеваемости и другую информацию, лишь подлили масло в огонь. Люди попали в сильный поток дезинформации, который пересекался с официальной статистикой, распространенной реальными и серьезными источниками информации. Кому верить и что думать, сидя дома на карантине? Такая ситуация вызвала некую панику у читателя, попавшего в информационный водоворот. Это сообщение видел лично я следил даже за тем, как оно тиражировалось, и следил за этим не только я, а очень много моих коллег, которые занимались международными делами. На выезде из Благовещенска российскими пограничниками были расстреляны несколько автобусов с китайскими туристами, которые до этого несколько месяцев сидели в карантине, у которых, значит, закончилась еда и все прочее, и они, отчаявшиеся, значит, эти несчастные китайцы с женщинами, с детьми, они пытались прорваться в сторону своей родины. Здесь уже немножко другой уровень мы наблюдали этого дела. Здесь не просто попытка сделать какой-то вброс, вызвать напряжение внутреннее. Здесь понятно, что на сообщение о расстреле китайских туристов застрявших, а застряло китайских и туристов, и специалистов десятки тысяч. Понятно, что в ту же секунду это не могло проверить и китайское посольство. Но эта новость тут же пошла по практически всем иностранным СМИ. В России расстреляны китайские туристы. То есть первая новость, причем очень интересная манера подачи. Первый репринт этой новости, он дается полностью, что были уничтожены китайские туристы, которые застряли в карантине. Следующий заголовок немножко сокращается. В России расстреляны китайские туристы. Просто почему их расстреляли? Там, не вовремя на Красную площадь, может, они вышли. И уже третьи заголовки, уже как это, по традиционной накатанной. Растет напряжение между Россией и Китаем, граждане Китая убиты в России на фоне приказа, отданного Министерством обороны России.
Тут уже становится совершенно очевидным, какую цель преследуют эти новости, откуда растут уши у этих новостей и как эта технология используется. Как в потоке информации отличить фейк от реальной новости? Задача для профессионала выполнимая, а вот для простого читателя не очень. Тут главное, отмечает Тимур Шафир, отключить эмоции. При прочтении любой новости отключать эмоции, использовать холодную голову. Чем больше в новости содержатся эмоции, тем больше вероятность, что эта новость не является реальной, что у нее есть какая-то другая задача. Как это не покажется циничным? Если вы видите фотографию девочки, которая плачет у тела матери, по которой только что дали автоматную очередь проезжающие мимо танкисты, это я вам говорю конкретный пример. Позавчера, когда это было, 4-3 дня назад. Сразу включите эмоции. А когда вы включите эмоции, журналисты, коллеги, у нас сейчас всех есть возможность факт-чекинга по фотографии просто через Яндекс, через Google Фото. Мы увидим, что девочка – это персонаж фильма 2010 года «Брестская крепость». Но это девочка, которая плачет у трупа матери. Убили маму только что фашистские захватчики, которые вошли в Брестскую крепость. Но эта девочка уже на первых полосах всех газет. Guardian, New York Times, Washington Post – в всех соцсетях уже этот Борис Джонсон, британский уважаемый человек, он уже оплакивает, понимаете, он уже оплакивает в своем выступлении эту девочку. Он оплакивает девочку, которая не существовала даже в 1941 году. Это конкретная девочка. Почему она пошла? Потому что несколько, в том числе наших СМИ, пусть даже с критичной позиции, там, помечая, что это новость от иноагента, это новость там, не соответствует Роскомнадзора, они ее опубликовали. Второй этап, чтобы проверить ту или иную информацию на достоверность, обратиться к ее первоисточнику. Для этого лишь необходимо пройти на сайт и убедиться, что новость опубликована от имени официального лица и не является ложью. Безусловно, и ответственность за информацию журналиста перед читателем и зрителем должна быть неотъемлемой частью его профессиональной деятельности. Факт-чекинг, проверка информации нужна всегда. Сейчас этот факт-чекинг, эта информация приобретают жизненно важное значение. Жизненно важное в прямом смысле слова. От него зависит жизнь. Неважно, где этот факт-чекинг будет иметь место. В Москве, в Киеве, в Абхазии, там, в Лондоне и все прочее. У нас информационные технологии, скорость передачи информации нас всех связали в один клубок. Уже во вторник, 19 апреля, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир расскажет о том, как не стать жертвой фейк-ньюс студентам Абхазского государственного университета. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатова.